мен тапшырма бердим. Ушул жол эрежесин бузуу штрафтарды, айып пулдарды азайтуу боюнча. В обществе остро стоит вопрос касаемо штрафов, сказал премьер-министр в прямом эфире в соцсети. Он говорит, что недовольство граждан растет с каждым днем, а правительство идет навстречу. Новость о возможном снижении штрафов, конечно, порадовала автовладельцев, особенно тех, кто занимается частным извозом. Они 24/7 за рулем. Төмөндөтүш керек. Мисалы 100 сомго түшсө, мисалы полосаны жолдорго батпайбыз машина. Тебелеп аласың. 100 сомго чырып койсо, 10 000 сом айлык алсак, 5 000 сом штраф болуп калса. У меня был штраф. Я 40 тысяч оплатил. У меня просто один к одному было. Я не знал, что у меня штрафы есть. Вы так часто нарушаете вообще? Как вы После этого я не нарушаю. После 40 тысяч заплатил, после этого нет. Среди них есть и те, кто из-за своей невнимательности или же спешки нарушил ПДД на 40 тысяч сомов. И это в месяц. По информации ГОБДД, камерами, установленными в рамках проекта «Безопасный город», за 2 года зафиксировано более 2 миллионов нарушений ПДД. А в бюджет страны выплачено суммарно более 1 миллиарда 500 миллионов сомов. Второй этап проекта планирует установку 306 камер видеофиксации. Работа по установке в тестовом режиме ведутся в Бишкеке и Оше. Сейчас нарушителей стало намного меньше, появилась культура вождения. Но есть и те, кто не оплачивает штрафы. Это машины, которые не оформлены должным образом. Но количество ДТП снизилось на 60-66%. Проект себя оправдал, считают специалисты. Водители начали следовать правилам дорожного движения, но, учитывая нынешнюю обстановку и финансовые потери кыргызстанцев после пандемии, необходимо уменьшить размер штрафов, но только некоторых видов. 1000 сомов, они 50% скидки 500 сомов. И такие нарушения очень массовые. У нас невозможно и не нарушать тоже. И парковки, например, пробки, там выезд на встречную. В общем, очень много проблем соприкасается, да? И все водители, которые прошли через это, мы хотим, не хотим, я тоже как водитель говорю, мы теперь учимся, и мы все время смотрим. Вот, например, один и тот же, у меня был случай, одно и то же нарушение, когда я остановилась на линию разметную, да, и вот после того, как я получила, до меня уже доходит, что в следующий раз нормально уже станем машину. Вместе с тем нужно разобраться с невыплатой штрафов по причине смены места жительства нарушителя или неоформленного должным образом автомобиля. Добавляют специалисты, по информации ГОБДД, такие нарушения будут рассматриваться уже в судебном порядке. Их количество примерно 46% от общего числа нарушителей. Почти половина. Чаще всего водители превышают скорость, нарушают правила остановки либо стоянки. Последнее скорее из-за отсутствия парковочных мест в Бишкеке. Напомним, сейчас Кабмин готовит проект постановления. После Жогорку Кенеш внесет изменения в кодексы. Но какие виды штрафов планируется пересмотреть, пока неизвестно. Элиза Балбакова, Алтын Сакиев, Нью ТВ.